О наших бандеровцах. Но ведь Бандера просидел почти всю войну в концлагере. Немецком. Его братьев там Немецком убили. концлагере. В немецком концлагере убили его братьев. Родных. Вы понимаете? Ніколи знов. Я все знаю. Мне 92 года, а вам вы девчонка рядом со мной. Я прожила и вижу. А и я знаю. теперь знаю правду, которую я читаю. Теперь есть интернет, в котором можно почитать не только коммунистическую ложь, а можно почитать настоящую правду о войне, о том, что было. У меня мой родной дедушка в концлагере умер 9 мая 45 года. И я знаю, что такое фашисты. Сейчас они в России. Сейчас они дебош делают в Харькове, в Донецке. Эти ребята, которые вешают российские флаги, они с немецкими фашистскими крестами, с татуировками фашистскими. Бандюк много. Да, Бандюк но лидер у много. них один. Путин. Много. А, И среди, наместники Путина вот сейчас в этом офисе были. и Были в этом среди офисе. этих пока- много бандитов. И среди Да, да, расскажите. Я да. ничего вы не же, говорю. Вы же не Думаете, знаете. Это Вы не молодежь, знаете. которая выросла уже в свободной Украине, и они уже не хотят больше идти в Виго Московское. Вот и вся правда. А эти мрази, которые вот повесили там Никто ничего. портреты этого. У меня муж украинец. Я Українець. родня украинец. Українці. Никто ничего не отнимает. Никто. Мы живем дружно. Нам хорошо. Но тем не менее вы стоите и говорите, что если украинец и националист, значит это плохо и это враг. И Вы что он здесь фашист. прожили всю жизнь. Вам никто не до вас попрекал за так и то, не что вы не дошло. выучили даже украинский язык на этой земле. Правильно? Український. Значит, вы не уважаете этих людей и эту землю, на которой прожили всю свою Как не жизнь. уважаю, у меня тут дети. У меня умерли папа, мама, сын, родные. Все на кладбище. У меня Украина моя родина. Я живу уже столько лет. Если вы по считаете окончанию Украину войны. своей родиной, то что-то Столько не бросается лет. в глаза, что вы Я свою родину любите. дала Украине столько здоровья, сколько вы не дали. Я всю жизнь проработала, на пользу Украине работала. Дай Бог, чтобы вы столько добра Украине сделали, сколько я. Дай Бог. Вы считаете тем, что вы назвали этих ребят фашистами, вы все аннулировали? Я мальчик не слышу на расстоянии сынок. Я не слышу. Я просто смотрю и констатирую факты, сынок. Сравниваю А все. факты таковы. Вот сейчас там жгут портреты Ну зачем? человека, подождите, который и по вине Громче которого- говори, она не слышит. по вине Ты которого мне по уху говори. факты таковы. Сейчас там жгут портреты и бюсты человека и флаги группировки, из-за которой в течение 70 лет украинский народ гнули и истребляли. А вам это не нравится. И вы называете тех, кто это делает, Ты фашистами. подожди, это с крестом на самом деле? У тебя крест только тут или тут? Крест этот. Да, Вы не знаете, только что тут, значит. а в голове нема. Крест, вы, подождите, вы сейчас говорите о кресте и защищаете, вот вы 5 минут защищали портреты человека, который расстреливал священников. Где? Ну вот, конечно, не лично, лично у него была кишка тонка, расстреливал Где священников. священников расстреливал? Ленін розстрілював. А? Ленін розстрілював. Ленин и большевики, это большевистская падаль, расстреливала священников, рассказывала о религиозном мракобесии. Ну, Да. И вот сейчас, так что вот, он только священников взял? не знаю, Других его не Ну было. ладно. вот вы мне объясните. Не, он и других как бы расстреливал, да, царскую семью, детей там. Так он врет все. Кто? Так на самом деле не было. Мне сынок Нет, царскую семью. внучек, правнучек-то мне уже Не внук я вам. 93-й год, сынок. Я, 93-й год, а да, я видела Почему-то- все это. И то, что я вот жалко, я не слышу, что они там говорят.
Но умного ничего не говорят, это я знаю. Умного ничего. Ну, как вы можете знать, что они не говорят ничего умного, если 20 вы не тысяч слышите? просмотров гарантированно. Ой, что, снимаете? Да нормально. Мы просто там, в этом офисе, были... Поживешь еще, увидишь. Придет новая власть в Украине. Да. Начнут уничтожать сейчас этих. Попомнишь меня, сынок? Попомнишь? Это Бабушка. дороже получится. Это такая у людей, у них, ну что ли, я не знаю, как сказать, ненормальное мышление. Они приходят, они считают самыми умными себя. А все остальные вы, мол, дураки были. Вот подойдите к любому из этих Подожди. ребят и спросите, ты считаешь себя самым умным? А? Никто, гарантирую, никто в здравом уме из этих ребят вам не скажет, что он самый умный. Они просто скажут, что он борется за свою идею. За свою землю. У каждого свою свои землю. идеи. Но У каждого надо свои голову идеи. иметь. Но есть идеи, которым, Вот послушай, которым место сынуля, на нашей земле, а есть чему- идеи, которым не место. К чему? Ну вот сейчас пришли ребята, вот такие, как ты, вот они, здания гибнут, поджигают, уничтожают, рубят, ломают все. А кто восстанавливать будет? А как? Кто? Такие, как ты, за счет твоей зарплаты, сынок. Мне моих денег не жалко. Если бы вам, Не жалко. если вам жалко ваших шекелей, то извините. Вот. А мне больно, потому что люди не думают, что делают. Делают большие глупости другими способами. Конечно, большей глупостью... Не, вы не признаете, что большей глупостью было бы терпеть все это? Терпеть бандита, насильника президента, терпеть коррупцию, терпеть Я с милицию, тобой которая... не- против коррупции, я согласна. А кто у нас сейчас в парламенте? 350 человек миллионеров Не надо. и миллиардеров, сынок. Ты только подумай, кто нами правит. В парламенте 350 миллионеров, миллиардеров. Так разве они будут за тебя, за меня, Прям за все него? поголовно 350 Они за человек. себя. Прям 350 человек, миллиардеры, да, вот это Да. вот? Да. Серьезно? Миллиардеры, миллиардеры. Не, ну там еще разберемся. Майдан 3.0 не за горами. шутка. Я уже не Это знаю, наше что говорить. правительство. То есть там нету людей, да, которые вот там Разве доход их у них можно? 1000, там нет таких. Они не... Тысяч- Вот в старое-то время никогда не было, чтобы богатые были, не было. Знаете теперь в чем разница? ладно, Миллиардеры, это- может, они и остались. Только теперь они будут бояться, что если они будут слишком зарываться, теперь- начнется то же самое. Они боятся. В этом был смысл. Вот хотят выбрать президента. Кого? Кого? Вот- Миллиардера. Хорошо, от кого вы хотите? Миллиардера. А ты думаешь, миллиардер Нет, будет свои деньги отдавать? Он будет их преувеличивать, за счет чего? хорошо. Опять же эксплуатировать, опять воровать, брать, красть, обманывать. Нет, вот вам 90 лет, вы, конечно же, выберете президента, который не будет врать и обманывать и красть. И вот кого вы так считаете? Вот кто не будет красть? Кого вы выберете? Ой, сыночка, Просто у вас ты такое- мне на ухо скажи. Хорошо. Вам 90 лет, вот вы прожили, и вы, несомненно, я не сомневаюсь, что вы выберете президента, который не будет врать и воровать, ну вот, не будет бандитов крышевать, ну, не будет. Вы такого президента не выберете, но кого вы выберете? Сейчас это надо подумать, сынок. Ну Это думайте, очень думайте, серьезно. я же не Надо тороплю. выбирать президента умного, не коррупционера, не миллиардера. Не надо их. Это люди не наши. А не защищать что же? народ никто не будет. Ну что же, А у нас к власти приходит тот, кто обманывает, кто убивает, кто уничтожает. Сталин Вот они приходят к власти. Каже, він, а вона Почему? на ньому. Хорошо. Деньги, деньги, Живе деньги, 70 деньги. років Да, в Україні, но- вивчила, каже, не знає Вот жодного выборы українського. начнутся. Будут Жила в пойти Німеччині, третью каже, рік руках вивчила давать. німецьку мову. Пойти А тут, каже, будут пішла давать. в банк і каже, По так, 50 это они со мной не гривен разговаривают кому-то. на Кому русском ты? языке. На Майдане что же деньги давали? А ты когда-нибудь, а я там не был, Хорошо. а то я там не знаю, что ты делать. когда-нибудь думал, откуда эти деньги идут?
на Майдан. А кто я не был на Майдане?